Добрый вечер, друзья! Мы продолжаем наше вещание передачи «Арена». Мы, как обычно, пригласили гостя из мира спорта. Я думаю, что сегодня будет очень интересная беседа. Ну и сегодня в студии я, Абдулла Джусупалиев, и мой коллега Бексултан Усеналиев. Да, друзья, я думаю, что сегодня необычный гость, потому что обычно мы зовем спортсменов, тренеров, а сегодня решили позвать нашу коллегу, человек, который говорит о спорте, но многие не знают о том, что она сама спортсменка. Я думаю, что она сама сейчас расскажет об этом. Наша коллега, телеведущая, спортивный журналист, корреспондент Алато-24 Иванова. Маш, привет. Привет, ребят. Как дела? Отлично, спасибо, что позвали в гости. Круто. Во-первых, мы сообщаем то, что Маша сумела победить в очень таком сложном конкурсе. Ты стала лучшей телеведущей нашей страны. Поздравляем. Да, спасибо. Это круто, на самом деле, потому что эта победа не только твоя, я скажу. Это победа всего нашего холдинга, Всей нашей корпорации. я бы сказала, да. И вообще, давай поделись эмоциями своими. Я немного расскажу сначала вообще, как все это получилось. Телеведущий совсем не нашего телеканала позвонил мне, говорит: Маш, давай там конкурс, мы тебя номинируем. Нужны две твоих фотографии. Я немножко разволновалась, пропала на сутки, ну потому что как бы для меня это было впервые. Затем поделилась фотографией, они выбрали, и как бы все это утихло на где-то месяца 2. И затем в Инстаграме меня отметили, что вот пошло голосование. И через какое-то время, опять же, сообщает, что я попала в топ-5 лучших телеведущих республики. Вот, потом у нас была церемония награждения здесь, в Кыргызстане, 19 ноября, вот, где, собственно, я впервые вообще давала интервью. Это, с другой стороны, кстати, немного сложнее, чем брать интервью, то есть интервью намного сложнее. Вот. И после этого как раз объявили голосование всеобщее, то есть из топ-5 должны были выбрать победителя. И вот спасибо всем, кто за меня голосовал, спасибо за поддержку, и спасибо моим мэтрам, кто вообще меня этому всему научил, вести, не знаю, освещать и продвигать, так сказать, спорт на всю страну. И вот эта отдача. Я всех благодарю. Спасибо большое. Ну, у нас есть сюжет небольшой об этом мероприятии, о том, как это все на самом деле происходило. И сейчас, я думаю, что мы вместе с вами посмотрим данный сюжет. Телеведущая, корреспондент телеканала Алато-24 Мария Иванова в топ-5 номинации «Лучшая телеведущая в республике». Всемирный конгресс красоты в Кыргызстане совместно с Министерством культуры, информации и туризма представил 4-ю ежегодную премию Most Fashionable Awards 2019. На торжественном мероприятии были названы лучшие топовые компании, торговые марки, фирмы, предприятия, организации, печатные СМИ и интернет-издания, а также работники киноиндустрии, модельного бизнеса, медиаперсоны, дизайнеры, визажисты, артисты и творческие личности. 5 лучших выбирали путем голосования в Фейсбуке и Инстаграм. 3 номинанта были представлены и утверждены судейской коллегией, а одного утвердил оргкомитет. Я очень рада, что я оказалась в топ-5 лучших телеведущих республики. Мне очень приятно. Я не знала, что я номинирована. И когда мне сообщили новость, что я попала еще и в топ-5, внутренне я испытала большой восторг. Спасибо всем, кто меня поддерживал, голосовал, а особенно спасибо моим мэтрам, нашим лучшим телеведущим телеканала Алато-24. Ну, то совсем другая там, кстати говоря. Абсолютно другая. Тогда номинация вон топ-5, ты вошла в топ-5, а потом вот что происходило и как ты стала лучше уже из этих топ-5? Также опять отметили, голосование было на 2 профилях, и в целом я выкидывала сторис, сила Фейсбука, сила Инстаграма, и опять же неожиданно, то есть где-то 4 февраля объявили, что вот как бы уже подводим итоги и должны объявить победителей. Ну, как бы, как видите, сегодня 21 февраля, и вот только-только, так как я помню, когда нас награждали, 92 номинации. И я в 10-м блоке была, в последнем, да, и самые последние награждали, и, как я понимаю, как раз-таки мне и последние сообщили, что я тоже победитель, и что лечу в Румынию 21-23 апреля
представлять уже Кыргызстан. Кого ты выиграла, кстати говоря? Получается, номинация «Лучшая телеведущая республики». Голосовала вся страна, и это выбор наших зрителей. Круто. Про Румынию давай расскажи, Про что там Румынию вообще, еще что это ничего такое? вообще не знаю. Вот, кстати, прямо перед эфиром мне позвонили с какого-то международного номера и сообщили, что завтра встреча здесь, в Бишкеке, будет у меня. И как раз мне сообщат все условия, когда полетим, как полетим, что там будет. То есть я сама, в принципе, даже не имею представления, ребят, что будет и что меня ждет. Просто я как победила. И Круто. пока этому радуюсь, честно говоря. Вот. Хорошо. Ну, мы тоже очень рады. Но вообще вас многие знают как спортивного журналиста, но вы также двукратная чемпионка Кыргызстана по баскетболу, мастер спорта. Вообще расскажите о вашей спортивной карьере, как вы вообще пришли к этому спорту? Вообще я с детства занимаюсь спортом, у меня спортивная такая семья, у меня папа футболист, он играл за Алгу, всем известную, да, когда-то, Александр Иванов. А моя мама КМС по самбо и по художественной гимнастике, то есть это такая семья у нас, и меня тоже отдали на художественную гимнастику, но там в связи с какими-то травмами я меняла, то есть я занималась 7 или 8 видами спорта, я где-то даже успела поиграть за Абдышату, за нашу женскую сборную, футбол, плавание, дзюдо, каратэ-до, тэквондо, но мое любимое, мое основное – это баскетбол. В 6 классе меня заметила воспитанница нашего главного тренера сборной национальной взрослой и, так сказать, меня привлекла на тренировки. И вот так я начала тренироваться, показывать какие-то результаты, вошла в сборную города, ну и уже постепенно вот так развивалась. Завоевывала первые места, вторые, но в основном вторые. Очень тяжело было все-таки добиться именно вот этого чемпионского титула, стать чемпионкой страны для нашей команды. Это прям была цель, и мы добивались, и добились настолько, что получилось еще и стать как бы 2 года подряд двукратными чемпионами страны. И вот Эдельвейс — это сила, в общем, баскетбольный клуб. Круто. Смотри, многие в нашей стране не выбирают баскетбол. Для многих это как развлечение, они им занимаются там, во дворе, в школе, но очень мало тех, кто занимается им профессионально, прям тренируется, выступает на чемпионатах. Вот почему все-таки ты выбрала баскетбол, как вот именно род спортивной карьеры? Вот могу рассказать, что я росла во дворе, где были одни мальчишки. То есть я была девчонка одна среди ребят. И у нас было 2 площадки, и футбольная, и баскетбольная. Но я не знаю, почему и как, и почему ребята именно любили баскетбол. Но вот мой двор играл в баскетбол, стритбол, и как бы там я и научилась этому всему. И после этого всего я как бы попала, вот так сказать, меня заметили уже на уроках физкультуры и позвали в команду. То есть это было вот так. Просто из-за того, что мои ребята, наверное, во дворе играли не в футбол, а в баскетбол. Вот так, наверное, как-то случайно и получилось. Но и в целом я всегда, точнее, мне нравится чувство полета. И вот в баскетболе как раз таки, когда вот как вы, знаменитая джорданская, вот этот прыжок, полет, да. И я мечтала еще когда-то, я помню, я была поменьше, стать 3-й или 4-й в мире девушкой, которая ставит сверху. Но это очень тяжело, как оказалось, и вот не вышло, к сожалению, а может быть и к радости. Ну и в целом вот баскетбол, вот как-то нашла я себя именно то, что команда, командный вид спорта, и, не знаю, в целом вот люблю именно этот вид спорта. Круто. Как я уже отметил, вы недавно стали чемпионкой Кыргызстана. Вообще, как для вас данный турнир прошел? И расскажите в целом о конкуренции в чемпионате Кыргызстана. Ну, не могу не отметить нашу сборную, которая и является, это команда Политеха, ну, бывшая. Сейчас я, честно говоря, не помню, как они называются, по-моему, БК Политех. Вот. И это самая сильная команда. То есть, вот, допустим, на той же самой универсиаде всегда соперниками были они. То есть я играла за Славян, за КРСУ, они вот Политех. То есть это 9-кратные чемпионы универсиады. И моя цель всегда была победить их, несмотря на то, что была разница всегда по годам. То есть там девчонки играли на 3, на 4, там 5 лет старше меня. Ну, как бы цель была их победить, и как раз-таки, не поверите, вот на этом вот моем заключительном я все закончила свою, как сказать, профессиональную, наверное, карьеру спортсмена. Играли именно те девчонки, хоть они уже, конечно, не в той форме физической, но в целом на площадке были именно они.
И мне было очень приятно одержать победу, потому что ну, как бы это была моя цель очень много лет. А в целом о конкуренции, ну, женский баскетбол начал развиваться маленькими-маленькими шажочками. У нас, если вы знаете, уже не первый год проходит КС-баскет. Это вообще российская лига. Вот, по-моему, 21, кстати, 23 февраля начинается турнир. То есть отбирают две лучшие команды, сборная женская, сборная мужская, и летим в Россию. Там соревнуемся среди 16 команд, которые тоже уже между собой в России отсоревновались, победили, а мы летим напрямую. И получается, вот там мы выступаем, ну пока что последние места, но в целом то, что мы уже куда-то выезжаем на такого уровня соревнований, мне кажется, это круто. Ты карьеру завершила? Да, я завершила. Прямо официально? Да. Ничего себе. Ну, я шла к тому, что я хотела стать мастером спорта, потому что кандидата в мастера спорта я, по-моему, еще в 15 лет завоевала. И вот это вот долгое такое, потому что в командном виде спорта намного сложнее ну, как бы стать мастером спорта, индивидуально это как Не все от тебя зависит, да, конечно. да, вот так. И не хотелось, знаете, никогда именно получить этого мастера или даже того же самого КМС, сидя на скамейке. То есть мне всегда хотелось именно что-то приносить. И даже, возможно, если бы там, сидя на скамейке, я это все получила, я бы не вот так вот была рада. Круто. Ну и вот смотри, ну ты журналистка, ну еще и плюс баскетболистка. А вообще расскажи вот честно, ну как журналист ты обязан это сделать, как у нас вообще обстоят дела с баскетболом? Если честно, я так говорю, вот он, если вы помните, в 2008 году была трагедия у нас, когда упал самолет с ребятами. Вот тогда ну, очень многие сломались. Ну, в целом, как вообще очень много было потерь. И баскетбол немножко приостановился в своем развитии, но в целом все, как всегда, продвигалось, были международные турниры, ребята ездят куда-то за рубеж и так далее, но вот какое-то было затишье. И вот последние годы сейчас акцент у нас, получается, стали делать на баскетбол 3 на 3, который стал олимпийским видом спорта в 2017 году, как вы знаете. Да. Вот. И как раз-таки акцент идет на него, то есть мы в мировых рейтингах, постоянно выезжаем на какие-то соревнования, то есть и взрослые, и юноши, и девчонки. И в целом, как маленькая страна, я так думаю, что правильно, наверное, делать акцент сейчас даже на баскетбол 3 на 3, потому что в плане финансирования, вы знаете, все равно везде не хватает денег и так далее, да, и команду, которая 12 человек повести или которая 3, да, вот их 5 с заменой, намного проще. И раз мы можем и показываем результаты, почему бы акцент не делать на баскетбол 3 на 3, как это вот в принципе сейчас и происходит. Сама играешь в стрельбу? Да, я же говорю, я с него и начинала, и как-то это более свобода, это не баскетбол, то есть стритбол, уличная игра, какие-то финты, там, эндван и так далее, ну, то есть все, на чем я росла, это вот все мое. Нет, имеется в виду вот сейчас. Сейчас нет, к сожалению, не участвую, потому что работа, нужно успевать за спортсменами, нужно рассказывать о них, вот, поэтому как-то чуть-чуть не успеваю. У нас много, кстати, говорят спортсмены, которые играют и в большой баскетбол, и в стритбол. А вообще как-то тяжело ли вот перестраиваться с 3 на 3 на 5 на 5? Либо, в принципе, так легко? Нет, я бы сказала, что не легко, но и не сложно, так как, в принципе, как техника, владение мяча и так далее, все это остается при тебе. Но при этом, ну, сами понимаете, это то же самое, что футбол и мини-футбол. Да. Ну, это совсем же Там разные большая вещи. разница, да. Вот. Ну, то же самое баскетбол и баскетбол 3 на 3. Вот. Более ты шустрее должен, более резче, там, более физически подготовленным, несмотря на то, что площадка меньше, да, как бы одна половина. Вот, поэтому, ну, как бы каждому свое еще. То есть кто-то пробует, все пробуют, потому что просто ребята хотят играть, они хотят участвовать, хотят побеждать, проигрывать, набираться опыта и так далее. Но в целом, я так думаю, что каждый баскетболист, который вот, профессионал, он для себя в какой-то момент выберет, либо он большой баскетбол, либо стритбол. Вообще, насколько реально, живя в Кыргызстане, выйти на международный уровень? То есть есть ли игроки, которые играют на каких-то зарубежных клубах, или вообще это возможно?
Я вам так расскажу, у меня очень много как бы, друзей, которые уже постарше меня даже, и я знаю, что их в свое время привлекали в другие страны, но у нас очень патриотичные ребята, очень патриотичные спортсмены, которые не хотят просто куда-то уезжать, а хотят остаться в своей стране, и как бы там ни было, отстаивать там флаг Кыргызстана, никакой там, ну, то есть не продажные у нас, вот, можно сказать. А вот все-таки к клубам есть вот какой-то выход, возможно, играя в Кыргызстане? Вы знаете, я вот сейчас даже не могу вам точно сказать, есть ли, но я так думаю, что, допустим, у нас есть юноша 18 лет, он в мировом рейтинге, по-моему, сейчас на 2-м месте, вот по стритболу. Но я так думаю, что мир видит, мир замечает, и, возможно, какие-то приглашения или какое-то внимание уже стало оказываться. Ну, конкретно вам вот сказать точно не могу. Давайте теперь вот конкретно. Ну, около, может быть, 2-3 точных конкретных недостатков нашего баскетбола. Ты видишь их, ты играешь в баскетбол, как все-таки как спортсменка, ты обязана знать, какие есть минусы. Судейство, это в первую очередь. Некомпетентное, либо предвзятое? Предвзятые. Предвзятое. Да. То есть они компетентны достаточно, они проходят обучение, тренинги на международном уровне, кто-то даже выезжает, повышает свою квалификацию. Там в Штатах, я насколько знаю даже. Вот. Но хочется справедливости. То есть, ладно, мы игроки, которые уже выросли и понимаем, что и как, и зачем, и почему, но есть дети, у которых просто может ломаться психика, что он пришел, он понимает, что его засуживают, и вот только, ну вот, честно говоря, это единственный недостаток. В остальном все хорошо. Ну и хотелось бы финансирования и больше внимания, потому что как-то командный вид спорта, на него сложнее, больше всего нужно. Вот как-то А вот как все-таки думаешь, вот какие перспективы баскетбола у нас? Вот если реально рассмотреть. Я так думаю, что в ближайшее будущее, ну и как, мы, возможно, сможем завоевать даже вот лицензию на Олимпийские игры. Я думаю, что не в 2024, а в 2028 году как раз-таки баскетболисты вот 3 на 3. Да? Да. Я так думаю, да, у них сейчас я как беседую, и мое мнение, сейчас у них стоит такая задача перед федерацией. Вот. Ну, это как бы вот от меня лично. Прикольно. Да. Ну и вот еще один вопрос такой насчет вот этого самого такого не самого хорошего. Работа федерации, как ты оценишь вообще в целом? В целом, я немножечко недовольна, но я буду откровенна. В том плане, что хочется, чтобы уделяли внимание больше той же самой, смотрите, экипировке, я имею в виду, опять же, судей. То есть хочется, это очень красивый вид спорта, и хочется, чтобы его вот таким и показывали. Вот. А так сказать, чтобы я очень давно тренируюсь именно вне федерации, ну то есть как у тренера Чуйской области, вот, и не могу сказать, что происходит здесь, в Бишкеке, то есть как такое в те годы еще школьные, студенческие, я прям знала, как у нас, что происходит, какие проблемы, там, за что цепляться, где можно пойти даже там пожаловаться или попросить и так далее. Но сейчас я уже немножечко от этого всего отошла, потому что говорю, 120 видов спорта у нас в Кыргызстане, и мне нужно успевать за ними. Вот так получается. 2 недели назад к нам приходили ваши одноклубницы, и они говорили, что в баскетболе практически нет денег, то есть нет зарплат, они играют на чистом таком энтузиазме, да? Вот вообще, что у многих из них есть какая-то дополнительная еще работа, кроме баскетбола. Вообще, что заставляет играть в баскетбол, что их держит? Ну, лично вас вот. Не знаю, моя любовь к этому виду спорта. То есть я прихожу на площадку, я забываю обо всем, о своих проблемах, о том, что там каких-то переживаниях и так далее. Я просто выключаюсь и наслаждаюсь вот этой игрой. И когда делают какие-то соревнования, хоть какие-то, видно, что стараются и что-то хотя бы делают для этого, почему бы не поддержать это все и не участвовать. То есть, допустим, по стритболу вот очень много стало проходить турниров, приезжают казахи, уже там привлекают, может быть, узбеки и Россия будут приезжать, а может быть, уже приезжают. Вот. И
классно, когда ты видишь, что вот что-то твое, к чему у тебя есть любовь, оно развивается. И я понимаю, что это энтузиазм. У нас очень много видов спорта держатся на энтузиазме. Каких-то конкретных людей, вложений, финансирования там, и так далее. Согласны же вы с Да. этим? Да, да. Вот, то есть я не скажу, что это проблема только баскетбола. Это многих Да, видов это спорта. в целом, да. Вообще у вас бывали ли моменты, когда вы хотели бросить баскетбол? Были моменты, вот как раз-таки это связано с несправедливым судейством, но мы не остановились, наша команда не остановилась, мы доказали, и вот мы двукратные чемпионы страны. Хорошо. Ну и пару вопросов о баскетболе, последний, честно. Лучший баскетболист, по твоему мнению? Давай тройку, самых таких. Мировой? Да. Вы знаете, моим кумиром был Трейси Макгрейди и Айверсон. Ничего себе. Вот так. Я думал, там Джордан скажет, там Нет. Коби Брайант, Леброн, нет? Нет. Да, Трейси Макгрейди, просто его один матч, где он там за последние секунды накидал 3 трюльника, и они проигрывали достаточно, ну там 3 или 4 очка, а выиграли на одно, и это было там за 40 секунд до конца последней четверти, ну просто я поклонялась этому чуваку. Ничего себе. Да. Ну и вообще, многие спортсмены потом переходят в тренерскую карьеру. У тебя есть какая-то мысль, может быть, потому что ты могла бы когда-нибудь стать тренером? Вы знаете, я всегда мечтала о создании баскетбольного клуба, тренировать. Как мой тренер говорит, что у меня есть задатки, у меня очень хорошо получается. То есть где-то подсказать, где-то поддержать и так далее. Очень многие, я вот замечаю сейчас, вот вращаясь, да, в этом спортивном мире, гасят. Ну, то есть там ты не можешь, там у тебя не получится или еще что-нибудь. Ну, бывает, да, это скользко, это во время тренировки кто-то не замечает. Я вот всегда старалась в команде, даже на тренировке, кто-то не забил, получится. То есть вот эта поддержка сама на площадке. А вот как тренер мне он позвал и говорит: слушай, у тебя классно получается, девчонки начинают делать лучше. Ну, то есть вот задатки какие-то есть, и, возможно, вот я бы там в далеком или ближайшем будущем хотела бы тренировать, да, именно вот как раз-таки девчонок. Ну, круто. А вообще вот, и напоследок, какие вообще у тебя есть планы насчет баскетбола? Что ты вот думаешь? Что бы еще ты могла взять баскетбол, либо дать баскетболу? Ну, я так думаю, когда моя финансовая составляющая будет намного выше, чем сейчас, я буду делать какие-то вложения. Вот так. Я думаю, что не только в баскетбол, а в целом вообще в спорт в Кыргызстане. Ну, то есть я за спорт, за наших чемпионов. И не чемпионов, за подрастающее поколение. У нас очень талантливая страна. Да. Круто. Давай сейчас мы прервемся на короткую паузу. У нас есть хронология дня. Ну и сейчас давай поговорим о тебе как о спортивном журналисте, как телеведущей. Как ты попал вообще на телевидение? Как это произошло? Это получилось абсолютно случайно. Вообще я поступала на юридический. Ты юрист? Да, нет. Поступала? Я закончила юридический тоже. Это мое второе высшее образование вот в прошлом году. Я поступила на юридический, но потом что где-то во мне поменялось, я решила вот на журфак перевестись. И не зря это сделала, как оказалось. И уже учась там, я помню преподавателя, она еще была тогда на телеведущей какой-то передачи на 5 канале, и она мне говорила: Маша, тебе нужно в телевидение, ты вот ведущая, спорт, какую-нибудь свою передачу. Я вот как-то так налегке все, мол, все хорошо. Ну, студенческие годы, сами понимаете, там где-то там погулять, не знаю, сходить на дискотеку там и так далее, в клуб, и как-то все это серьезно не воспринимала. Закончила и в 16 году я случайно встретилась в одной компании с журналистом КТРК, Алтынбеком Таланбековым. Вот. И просто через неделю на вторую встречу, опять же, случайную, общие знакомые, он мне говорит: я узнал, у тебя есть диплом журналиста. Я говорю: да. Он говорит: я вижу в тебе потенциал, приходи, я там скажу, что вот у тебя есть диплом и так далее, все, приходи. Ну, как-то я для себя, как телевидение, честно, я не смотрю телевизор сама очень много лет, потому что когда-то моя бабушка мне сказала: пока ты сидишь и смотришь и теряешь свое время, они там в телевизоре зарабатывают деньги. Ну, я думаю, вы поняли, да, суть. Все, я перестала смотреть телевизор, начала двигаться, и вот в итоге я теперь в экране этого телевизора. Вот, можно так сказать. И вот нужно спасибо, кстати, я хотела поблагодарить
как раз-таки Алтына Аталанбекова, за то, что он вот и проложил этот путь. Здесь меня заметили, увидели этот потенциал, и вот уже 3,5 года я работаю на телеканале Алато-24, освещаю спорт. У меня авторская передача «Время спорта». Выходит, кстати, каждое воскресенье в 20:00 на Алато-24. Вот. Не могу не воспользоваться, да, этим. Имеешь право. Да, временем. Вот, и это авторский проект, вложила я душу свою, ну и в целом как бы вот так и работаю здесь. Вообще говорят, что вот именно вот спортивная журналистика, вот где ты вот сейчас обитаешь, она все-таки мужская, но не женская. Вот с этим, ты сталкивался с этими проблемами, то что, ну, все-таки здесь вот легче было бы, наверное, мужчине быть, либо женщине? Нет, вообще, Нет я вот бы не такого, да? сказала, честно говоря. Я точно так же могу где-то побежать, где-то перелезть, залезть, я не знаю, вылезти там где-нибудь, да, там засунуть, там, я не знаю, свой микрофон. То есть такая же, как бы, я не скажу, что мы какую-то физическую там силу применяем, да, опять же. И мужчины, и женщины нигде никогда не сталкивалась ни с каким-то там ущемлением, или что вот мужикам дают интервью, а мне не дают. Ну, то есть вот такого никогда я не наблюдала, чтобы было тяжело, потому что я девушка. Ну и, может быть, в силу моего характера такого крепкого мужского, ну, не знаю, даже не знаю, как ответить правильно на это все, но в целом никогда не замечала. Этого нет, то есть, Да, этого нет. в принципе, равные права и у тех, и у других, да. Да. Круто. Ну, вообще, как вы считаете, например, в нашей журналистике, именно спортивной, что стоило бы искоренить? Да. Чего нам не хватает? Искоренить. Не хватает, наоборот, или нужно? Убрать, наоборот, да? В спортивной журналистике убрать, я думаю, что нужно только добавлять, по-моему. То есть нужно только больше работать. Во-первых, хочется взаимную связь со спортсменами. То есть вы видите международный уровень. Во-первых, спортсмены знают языки. Да. Там хотя бы английский, на котором говорит весь мир, да, и свой язык, а бывает даже и 3 языка и так далее. Спортсмены, несмотря на свою победу или проигрыш, они дают интервью журналистам, ну, я имею в виду вот в мире, да, как это все работает. Хотелось бы именно вот эту отдачу, вот эту взаимность, потому что как бы мы работаем для них и для их фанатов, и для наших зрителей. И как бы вот хотелось, чтобы они шли как бы навстречу к нам, вот так. И вот в этом плане немножко в спортивной журналистике тяжело, потому что наши спортсмены скромные, да и не только наши. Вы знаете, у него спросил, он да, у него еще через Мы это спросил, тоже он нет. знаем, да. А хочется как бы от него больше услышать, и вот только в этом плане. Ну и, соответственно, очень быстро развивается сейчас все, очень современный мир идет. Я где-то, честно говоря, не успеваю в ногу со временем, потому что, ну, слишком быстро все продвигается, появляется очень много нового и так далее. Хотелось бы, чтобы вот эта вся спортивная журналистика вышла за экраны телевизоров. То есть, вы знаете, ниша свободная абсолютно YouTube, и вот нужно сделать что-то там, какие-то проекты и так далее. И вот я думаю, вот как-то развиваться даже самим, потому что как таковое есть и федерация журналистов спортивных и так далее, что-то делается. Ну, в целом, мне кажется, все зависит от нас. Вот так. Скажи, как журналист, эксперт на свое мнение, не как спортсмен, как журналист, как думаешь, можно ли в нашей стране, занимаясь спортом, не отвлекаясь на какие-то житейские проблемы, там, дом, работа, построить хорошую спортивную карьеру? Как ты думаешь? Я так думаю, что это возможно. Сейчас стало, потому что реально в спорту стали уделять внимание больше, стало выделяться больше там, финансов. Не скажу, что прям так намного больше, но уже это радует. И так думаю, что со своим желанием, упорством и даже самому себе как-то показать, доказать, что ты можешь, что ты все это делал не зря, что ты столько времени отдавал этим тренировкам и так далее. И я думаю, что это возможно. У нас есть прямые просто примеры. Это Айсулу Тыныбекова, Валентина Шевченко. Вот, это женщины, которые вот просто на вот такой вот уровень подняли нашу страну. И
это возможно. Они показали, что это возможно. Айсулу Тыныбекова пришла в борьбу в 17 лет. Когда я узнала об этом, я была в шоке как спортсмен. То есть, ну, это для меня прям была бомба. И реально, вот эти 10 лет, вот эта работа, я просто реально в восторге от этого человека, от ее тренера и вот от того, что они сделали. Молодцы. Ну, 100%. Через 10 лет, только через 10 лет они достигли этого уровня. Ну, это вообще, это феномен, я считаю, вот именно Айсулу Тыныбекова. Да. Вот еще один такой вопрос. Как ты думаешь, вот, как журналист, какие у нас все-таки проблемы в спорте есть? Главное, ну, понятно, что их очень много, но те, которые можно искоренить сейчас, здесь, сейчас, и которые очень быстро дадут результат. Вы знаете, я замечаю, что нам дают, точнее, к нам очень открыты другие страны. Готовы давать деньги, гранты, помогать, экипировкой, не знаю. Вот недавно женскую сборную, да, единственную у нас, хоккеистов, Да. девчонок, там, по-моему, то ли Швеция, то ли Швейцария, просто вот увидели, узнали, что в Кыргызстане девчонки играют в хоккей и поспособствовали, и не только девочкам и мальчикам, да, то есть вот такие моменты прослеживаются, и я так думаю, что, ну, это все возможно. Ну, вообще, я думаю, что, смотрите, например, спортивную карьеру построить именно, например, спортсменам из борьбы, борцам, футболистам, таким популярным видам спорта, им легче, потому что, ну, уделяется больше внимания, популярные виды спорта, но даже тем спортсменам нужно как-то чего-то добиться, такого, как Айсулу Тыныбекова, чтобы на них обратили внимание. Но есть проблема того, чтобы дойти именно до такого уровня. И бывает такое, что некоторые, ну, большинство спортсменов, не доходя до этого уровня, бросают. Бросают Да, это. я знаю очень много таких спортсменов, знаю, которые просто начинают тренировать, хотя, опять же, они видят, что, ну, как бы никакого просвета нет, и нужно вкладывать свои деньги. И да, на самом деле проблема именно в том, что хвалят уже потом, когда ты чего-то добился, да. Там возьмем того же самого Авазбека Аманбекова, да, нашего кикбоксера, трехкратный чемпион мира. Очень жаль, что это не олимпийский вид спорта, мы бы всех разодрали бы, если честно, да. Вот. Как и Гокбуру, наверное, да? Да, Кокбуру, Если в это олимпийском вообще, спорте был бы, да. этот вид спорта, он меня покорил как-то, я, может, поделюсь немного, я была впервые я оказалась на играх Ноурус, Кокбуру, и мы же стоим, вот там трибуна, а мы на этой стороне журналисты. Я испытывала эмоции, вот, я ни от одного вида спорта не испытывала вот таких эмоций, и это было настолько круто, я настолько люблю эту страну, я не знаю, как это передать, и в целом вот эта игра, она полностью характеризует вот Кыргызстан, нас всех, вот такие вот мы крутые, короче. Смотри, самый твой такой момент, который ты запомнил как корреспондент, вот расскажи об этом моменте, поделись вот эмоциями спустя столько Вот времени. как раз таки это было на Кокбуру, когда я стою просто и делаю стендап, и поворачиваюсь, и вот эти вот все лошади, обе команды несутся в эту сцену. А я поворачиваюсь, успеваю, конечно же, убежать, и вот все, ты стоишь, и вот эти эмоции, и классно, и было вроде страшно, а тут же, да, круто, ну, то есть вот так. А финал Тыныбекова, ты была там? Я была там, я не знаю, кто знает меня и знает мой голос, слышит, наверное, что во всех видео я ору там, как не знаю кто просто. Я стояла, вот она передо мной, и вот эти 40, по-моему, секунд, когда 3-3 стал счет, Да. я не знала, куда себя деть. Честно говоря, на меня другие журналисты немножко смотрели как на какую-то странную сумасшедшую девочку, потому что, во-первых, Международная федерация ошиблась и дала мне аккредитацию. У меня был флаг Russian Federation, а не Кыргызстан. Ну, в силу того, что Мария Иванова, видать, они решили, что я с России, а не с Кыргызстана. Вот, и как-то, получается, они видят, и россияне тоже где-то смотрят, что я стою, болею за Кыргызстан, там, ору, давай, Айсулу и так далее. Ну, были вот эти удивленные взгляды. И когда вот она победила, когда вот она контролировала очень профессионально вот все эти... А как получается? В аэропорту я ей говорю, Айсулу, я переживала. Мы летели все вместе обратно сюда, в Бишкек. И я говорю, я переживала, я испытывала эмоции, я кричала, я болела. По-моему, переживала больше. Она говорит, вы знаете, на ковре на самом деле легче, чем за ковром. Потому что она там знает, контролирует, понимает, что вот, все, она выиграла, а я-то стою, я этого не знаю, понимаете? И вот, когда она победила, вот эта рука, вставая,
И я потом визжала, взяла а мне интервью. нужно было делать стендап, Да. а у меня эмоции, я бегаю, не знаю, куда себя деть. Ну и в целом вы видели потом мой сюжет, когда вот мы быстренько спустились, я Да. там готовлюсь, у меня у самой нервы, я заикаюсь в стендапе, но как бы это время true, время правды. И она выходит, тоже стоит там, отдышаться не может после вот тоже эмоций. Ну, в общем, это вот так вот было потрясающе. Да, круто. И твой, кстати, стендап у нас вот на ролике есть, да, вот до сих пор, вот, Да, когда вы ты объявляешь, что она чемпионка, и это было очень круто. Кстати говоря, вот Геннадий Орлов, наш коллега из России, говорил о том, что журналистика спортивная, богатым ты не будешь, но тебе будет интересно, согласна? Согласна полностью, да. И вы Согласна. знаете, когда есть съемки абсолютно разные, да, Ага. и именно спортивные, Мгм. они на самом деле, то есть ты полностью как бы в этом всем начинаешь сам быть задействованным. То есть ты где-то, если хочешь какой-то кадр, ты идешь оператору, там вот здесь пойдем, вот сюда, вот отсюда залезть, ты полностью участвуешь в этом, нежели это, как сказать, некоторые съемки я считаю скучными, ну типа как пресс-конференции, например. Ну ты реально пришел, посидел, послушал, пошел там из этого что-то написал, сделал, изъял самое-самое вкусное и так далее, да. А именно вот в спорте, ну, может быть, в силу того, что я сама спортсменка, не знаю, я одержима, я вот, у меня глаза горят, да, когда я об этом говорю, и об этом мне говорят окружающие. То есть я реально получаю удовольствие от своей работы. Круто. У меня такой вопрос, он достаточно такой странный, но все-таки. С какими ты странностями сталкивались с работой в федерации? Потому что, как пример скажу, вот недавно мы хотели взять интервью у биатлонистки и тренера, они попросили деньги, чтобы мы у них взяли интервью. Да. Серьезно? Да. Вот это прикол. Да, это было очень странно, я удивился, но я не взял интервью. То есть я сказал, ну тогда давайте не будем этого делать. Какое вот самое такое странное было у тебя вот в работе? То есть, У меня даже такого, честно говоря, что-то прям странного не было. Было что-то вроде такого, что я узнала новость где-то или на сайте самой Международной Федерации. И, в общем, я начала тоже вот на съемку вызванивать человека, а он начал себя вести так, что, мол, как будто бы ему это не надо, и вообще как бы спасибо. И я говорю, ну окей, классно, я вас поздравляю, до свидания. это опять же вот интимно насчет того, что ты говорила, то есть, чтобы контакты вот спортсмены сами шли, это очень круто, когда идет спортсмен на контакт, он хочет говорить о себе, ты хочешь, чтобы он сказал о себе, а на деле есть те, кто не хотят, чтобы о них говорили. Ну, странно, не понимаешь, почему так происходит. И еще одна такая загвоздка здесь. Есть спортсмены, которые, наоборот, говорят чуть больше, чем они должны были говорить, которые становятся более популярнее, чем они заслуживают этого, да? Хорошо. Ну и еще один вопрос такой. Какая у тебя таки самая главная сейчас цель именно в спортивной журналистике? В спортивной журналистике? Да. Ну, думаю, Олимпийские игры. И я хочу, ну, я не знаю, я показала, возможно, нашей стране, как я могу осветить какое-либо спортивное событие, вот как раз-таки в Нур-Султане. И я так думаю, что Олимпийские игры при возможности, я думаю, которые дадут нам, то есть прямые эфиры прямо оттуда, из Токио, я на максимале бы хотела показать, потому что я уверена, у нас будут медали на Олимпийских играх. Вот, и я хочу стать тоже частью этой истории и делать эту историю. Ты поедешь? Да, надеюсь, что да. Дай бог, дай бог. Да. А мы будем в студии комментировать это все. Круто. Ну и вообще, вот в целом, давай вот напоследок, у нас уже вопросы закончились, время тоже закончилось. Расскажи о том, что ты хочешь сказать нашим телезрителям. Ты, понятно, многие наши зрители, ну, то есть наши гости говорят о том, ну, приходите в спорт, занимайтесь спортом, но они спортсмены. Ты, как спортивный журналист, что ты можешь сказать нашим зрителям? Вы знаете, я могу сказать, что не каждый человек может заниматься спортом, особенно профессиональным. И я бы хотела просто, чтобы каждый вел здоровый образ жизни, потому что именно здоровый образ жизни и продлевает нам жизнь. Спорт – это очень серьезная профессия, в которую нужно отдавать себя полностью. Поэтому зрителям я желаю, чтобы поддерживали нас, тех, кто делает это, кто освещает
и, естественно, наших спортсменов, потому что именно ваше внимание, ваша поддержка, я так думаю, это дороже всех вот этих денег, поощрений там, и так далее. Вот. Ну и на этом наша передача подходит к концу. С вами были Мария Иванова, Бексултан Усеналиев и я, Абдулла Джусупалиев. До новых встреч. Пока-пока.